Переборка продолжается. Ужас. Выкинула эту страницу. Потом смотрю, думаю, что ж там есть? Боже мой, давайте я быстро прочту. Хочу сказать несколько слов об известной поэтессе. Я с ней познакомилась более 20 лет назад. Тогда я впервые прочитала несколько из стихов на русском, и они мне очень понравились. Я сказала ей, что такие стихи не должны лежать на полке, их надо печатать. С тех пор я слежу за ее творчеством и вижу, что она постоянно растет, как поэтесса, как языковед. Недавно я прочитала сборник ее стихов «Беляу». Не могу не поделиться своим впечатлениями. Кичерукова сочинила целый ряд колыбельных песен, написанных красивым литературным языком. Она намного обогатила нашу культуру, и, мне кажется, заполнила немного пустующую нишу. Ведь не так уж много колыбельных песен есть на карачайском языке. Кроме того, она сумела хорошие переводы сделала, то есть с русского, ногайского, балкарских языков. А сколько полезных советов для мамочек вы тут найдете и прочитаете много интересных о праздниках и обычаях, связанных с рождением ребенка. Ой, ну кто же это? Хубиева Фатима Ибрагимовна из поселка Орджоникидзевского. Я забыла вас на лицо. Пойду познакомлюсь, обниму, поблагодарю. Вот так вот. Это ж надо. Чуть ли не выкинула. Это я теперь рамку сделаю, буду хранить. Не от того, что меня хвалят, а от того, что здесь подчеркнуты очень болезненные вопросы, дела творческие, культурные, я считаю, каждого народа. Помню, когда в роддоме работала, посажу людей, женщин, родильниц, и говорю, давайте, рассказывайте, как вы усыпляли своих малышек. Я буду писать, переписывать колыбельные, буду книжку издавать. Никто так мне и не спел, разве что, как там, баю-баю, баюшки, не ложись на краешки, не то серенький волчок, придет схватит за бочок. Наверное, каждый это пел. А еще интересно, что одна женщина рассмешила меня, рассказав о том, как соседка ее усыпляла своего ребенка, карачаевка, качая так колыбель, пела. Спи, такой-сякой, шел отряд по берегу, шел издалека, шел под красным знаменем командир полка. Вот такие были колыбельные, со слов женщин, правда. Да я и сама набор слов пела на родном языке, на русском языке, связанные с ребенком, конечно.